Приветствую, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас карта дня на 12 августа. Мы смотрим с вами все знаки зодиака и начинаем с Овнов. Смотрим пятница, 12 августа. Овны. События дня для Овнов на пятницу. Покажите мне, что будет у Овнов происходить в пятницу. Смотрим. Ожидание у вас, кораблик выпадает. Вы можете кого-то с утра ждать. Или чего-то, или кого-то. Событие может быть в доме в этот день. Получение будет информации, новости, скорее всего, электронная, да, то есть электронная почта, смс на телефон, электронная новость. Обман нельзя. Шарики, хорошие новости получите какие-то. То ли это, да, показывать, шарики показывают окраску вот этих новостей, то ли, возможно, у вас будут разные новости. И еще может быть посещение госучреждения или звонок. Да, то есть может быть и звонок еще. Так, значит, смотрите, есть еще подарок. Может быть, вы пойдете в казенный дом, в госучреждение, да, с подарочком. Пятница, может быть, роспись у кого-то, событие, смотрите, свадьба, да, казенный дом — это ЗАГС, а подарок, да, то есть вы идете на свадьбу с подарком. Ну, это, конечно, может быть, не у маленького количества проиграется, ну, как вариант. Так, сейчас я еще досматриваю. Горизонтали, вертикали я не увидела. Получается, у вас в этот день ожидания, да, то есть могут быть, у вас будет какое-то мероприятие, событие, вы получите новость по телефону либо по электронной почте. Будут точно очень хорошие новости, радостные. Посещение госучреждения, ну или может быть еще разговоры, да, по телефону. И подарочек. Вот такие события на пятницу. Овны у вас все очень хорошие. Ну, кроме ожидания, да. Придется где-то что-то подождать. Благодарю за внимание и перехожу дальше к тельцам. Тельцы. Смотрим, что у вас. 12 августа, пятница, события дня. Шарики, радостные новости. Колодец нельзя. Череп показывает плохое самочувствие, может показывать. Или еще может показывать, допустим, посещение медучреждений. Да? То есть когда мы занимаемся своим здоровьем. Нас беспокоит здоровье или мы занимаемся здоровьем. Надежды какие-то у вас есть на этот день. Якорь. Якорь — это может быть надежда что-то закончить. Якорь очень часто, когда мы ставим точку, заканчиваем, доделываем, да, то есть и ставим точку. Либо якорь — это еще фиксация, когда мы долго где-то проводим время.
Ну, я думаю, что рядом с надеждой, скорее всего, очень хочется что-то доделать, закончить. Любовь. Любовь у вас будет в пятницу. Так, и давайте проверим, что тут горизонтали, вертикали еще покажут. Ничего не показали, нет совпадений. Получается, у вас в этот день хорошие новости, очень радостные. У вас надежды на то, что что-то закончите, доделаете в этот день. Все хорошо будет в личной жизни. Может быть, знакомство, если нет личной жизни еще. И вот, возможно, будете еще заниматься своим здоровьем. Да, внешностью, здоровьем. Тема здоровья тоже выпадает на пятницу. Вот такая информация, тельцы. Благодарю за внимание и перехожу к близнецам. Так, близнецы. Смотрим. августа, пятница. События для близнецов. Что у них будет? Покажите мне. Новость вы можете получить электронную. Также смотрите, да, то есть конвертик говорит тоже получение, какое-то получение, что-то получаете, получаете информацию, получаете документ, получаете справку. Может быть, приходит информация о том, что нужно что-то получить. Да, и смотрите, дальше выпадает корона. Корона, да, всегда показывает человека, короля в этой короне, да, то есть вы идете к какому-то специалисту, профессионалу, то есть, возможно, вот этот человек будет выдавать вам то, зачем вы идете, да, то есть то, что вы будете получать. Смотрите, может быть небольшая ссора, показывает. Ну, это несерьезная. Но эта ссора, пусть она небольшая, но она вас очень сильно расстроит. Да, то есть вы будете разочарованы. Но очень похоже вот это то, что вы получите. Да, то есть вам может, наверное, не понравиться. Потому что показывает разочарование и ссора, конфликт небольшой. Гости. Так, и сейчас я еще посмотрю горизонтали, вертикали. Сейчас глянем. Флаг нельзя. Больше не вижу. Смотрите, значит, у вас получается приходит информация, скорее всего, да, либо на почту, либо на телефон, смс-ка. Дальше вы идете что-то получать, общаетесь с представителем закона, власти, да, то есть, ну, с каким-то, не знаю, профессионалом, специалистом, да, то есть каким-то человеком, скорее всего, это он будет вам или она вот это выдавать, это письмо, да, вот это получение. Дальше еще выпадает ссора и разочарование в этот день. И посещение гостей. То ли к вам придут гости, то ли вы пойдете в гости. Могут еще быть гости.
Вот такая информация для вас, близнецы. У вас, видите, тут один минус, да, это разочарование и какой-то небольшой конфликт. Может быть, в этот день. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и перехожу к ракам. Так, раки. Смотрим. Раки, 12 августа. Пятница. События для раков. У вас застолье может быть в пятницу. Траты. Наверное, траты на это застолье. Застолье это не обязательно пир, да, то есть это можно пойти с семьей где-то поужинать, да, там, или вдвоем с любимым человеком. То есть это не обязательно какой-то такой прям пир, да, где должно быть 50 человек. Так, дальше смотрите, общение с представителем закона власти, да, с каким-то очень влиятельным человеком. Конфликт, может быть, с ним подряд выпадает. Причем, смотрите, в одном месте выпадает вот этот влиятельный человек, конфликт и деньги. Может быть, вы будете с этим человеком воевать за деньги. Может быть, даже так. Дорога, поездка. Приглашение. Вас приглашают, наверное, на застолье, и дорога вы едете. Так, смотрим теперь горизонтали, вертикали. Череп нельзя. И здесь нет. Так, что получается? У вас основные события, да, происходят вот первая половина дня. Вторая, видите, практически пустая. То есть, скорее всего, вот это застолье, оно будет во второй, да, вот приглашение. Значит, точно будет застолье, будет поездка. Могут быть в этот день траты. Ну, иногда у некоторых зрителей проигрывается и как поступление. То есть, ну, какое-то событие, связанное с деньгами будет. Как уже проиграется, сложно сказать. У кого-то минусом, у кого-то плюсом идет. Но какое-то событие, связанное с деньгами, общение с каким-то важным влиятельным человеком и конфликт может быть с ним, как вариант. Еще тоже также может быть конфликт, допустим, у вас с кем-то, а он как бы включается в этот конфликт, да, и, возможно, вы вместе с этим человеком воюете против кого-то. Так тоже может быть. Да, то есть я называю все возможные варианты. И также еще будет приглашение в этот день у вас. Ну вот у вас, видите, один минус – это с кем-то будете ругаться в пятницу. Благодарю за внимание и перехожу к львам. Так, левушки. Смотрим. 12 августа. Пятница. События дня. Львы.
События в доме. День рождения, да, 12 августа у вас сейчас идут дни рождения. У кого выпадает, да, на этот день, я вас поздравляю. Видите, показывает, что можете какое-то событие отмечать в этот день. Свидание может быть. Ну, если свидание не может быть, то какая-то просто приятная встреча. Так, печаль нельзя. Интимная связь у вас тут, да, после свидания выпадает следующим событием. Небольшая ссора. Иногда еще метла проигрывается как уборка, наведение порядка, да, то есть если, например, события у вас дома, да, то понятно, вы там наводите красоту, чистоту. Скользкое дело, рыба. Опять же, смотрите, да, вот как может проиграться. Может быть скользкое дело и ссора, то есть кто-то попытается вас обмануть, да, то есть и вы поругаетесь с этим человеком. Ну, то есть вы, скорее всего, вычислите, да, что это обман, и поругаетесь. Второй вариант, да, то есть это может быть уборка, а рыба, допустим, мы готовим рыбу. Ну, то есть иногда покупаем рыбу, то есть иногда события проигрываются в лоб, да, то есть книга – это книга, рыба – это рыба, допустим, да, метла – это веник, да, то есть, ну, вот иногда и так бывает, прям в лоб события показывают. Так, сейчас посмотрим. Яблоко нельзя. Угу. Ну, я больше не вижу совпадений. Получается, у вас точно будет событие какое-то в этот день, мероприятие. Будет приятная встреча, то есть свидание может просто показывать, что на там событии соберутся приятные для вас люди. Да, то есть эта встреча будет приятной. Может быть интимная связь. И также тут вот два варианта, да, то есть либо это подготовка к событию, либо, может быть, еще в этот день вас попытаются обмануть по скользкому делу, да, и будет небольшой конфликт по этому поводу. То есть на всякий случай будьте осторожны. Вот такая информация для вас, Левушки. Благодарю за внимание и перехожу дальше к девам. Смотрим, девы. Двенадцатое августа, пятница. События для дев покажите мне. Так, тайная встреча у вас может быть в пятницу с кем-то. Слезы. Кораблик нельзя. Деловая встреча. Может быть, эта деловая будет тайной. Вы никому, допустим, не будете говорить, что вы едете на эту встречу. События в месяце. То есть какое-то событие, которое повторяется с вами каждый месяц. Вот будет в этот день. Оно может даже в эти же дни повторяться, допустим, да, в 12-10 числа каждого месяца. Угу. Смотрите, есть обман. Маска. Поэтому может быть и слезы. Да, что вас кто-то обманет. Возможно, вы даже вычислите этот обман.
Так, а здесь нет совпадений. Получается, у вас, значит, в этот день деловая встреча, потом тайная встреча, но это больше, конечно, показывает свидание, да, то есть это именно вот как-то связано с личной жизнью. То есть у вас точно будут встречи в этот день по работе личные. Будет какое-то событие, которое повторяется каждый месяц. Дальше и может быть обман, да, и слезы. Так что, девы, будьте осторожны, чтобы вас никто в этот день не обманул. Потому что кто-то будет явно пытаться. И вас может это потом очень расстроить. Может быть, это еще как-то вот связано с вот этой тайной встречей. Может быть, в тайне от вас еще иногда проигрываться. Да, допустим, в тайне от вас встретился, да, человек, обман, вас обманул. Сказал, что идет в одно место, пошел в другое, да. И вы узнали, да, то есть и слезы. Вот могут еще проиграться вместе вот эти события. Вот как-то так. Благодарю вас за внимание и будьте осторожны, да, в пятницу. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части. Ссылочку я оставлю под видео в описании. Вы можете, да, нажать на ссылочку, перейти и посмотреть продолжение. Или пишите мне в комментариях запрос. Пишите, мне нужна ссылка на вторую часть, и я вам буду ссылочку оставлять. В общем, жду вас в продолжении.